Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» и в студии в Вашингтоне с вами Игорь Тихоненко. Сегодня главное в программе. Президент Сирии обвинил Запад в пропагандистской войне против него и президента Путина. Премьер-министр Хорватии заявил, что власти обеспечат свободный проход для мигрантов через территорию всей страны. 15 лет в поисках правосудия. Мирослава Гангадзе в эфире «Настоящего времени» о смерти мужа журналиста Георгия Гангадзе. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени в Праге. С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, что на Западе против него и его российского коллеги Владимира Путина ведется пропагандистская кампания с целью смены руководства Сирии и России. Он также сказал, что вопрос об его отставке может решать только сирийский народ. Но он готов вести переговоры со всеми сторонами, если это приведет к окончанию конфликта. Мы должны продолжать диалог во имя достижения консенсуса. Однако, если мы хотим реальных успехов, это невозможно, пока гибнут люди, пока продолжается кровопролитие и пока люди не почувствуют себя в полной безопасности. Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что Москва оказывала и будет оказывать правительству Сирии военно-техническую помощь. Люди из Сирии бегут прежде всего от боевых действий, которые навязаны в значительной степени извне, путем поставок вооружений и другой специальной техники. Люди бегут оттуда от зверств террористов. И если бы Россия не поддерживала Сирию, то ситуация в этой стране была бы еще хуже, чем в Ливии. И поток беженцев был бы еще больше. Война в Сирии продолжается более 4 лет. Армии президента Асада противостоит формированию сирийской оппозиции и исламское государство. В этой войне Россия поддерживает режим нынешнего президента. Россия никогда не отрицала своего военного присутствия в Сирии. Так почему же сейчас это стало предметом недовольства западных стран? С этим вопросом я обратилась к эксперту по Ближнему Востоку Сергею Данилочкину. Сюрприз состоял в том, что определенное перемещение войск вызвало у наблюдателей вопросы, на которые хорошо бы получить ответ. Россия, естественно, стремится как можно меньше дать информации для того, чтобы получить четкий ответ. Россия говорит, что это ротация войск, что это перемещение советников вместе с оружием, которое поставляются официальному режиму. Зачем Путину там быть на Ближнем Востоке? Ведь уже и так есть достаточно хорошее влияние в Сирии и в других арабских странах. Россия хочет иметь дело с твердым клиентом, которому поставляется оружие, который является стратегическим партнером или, по крайней мере, партнером в регионе, который разрешает России держать в Сирии военную базу. Эта база России важна для операций в Средиземном море и, возможно, дальше. То есть это интересы России как бы понятны. Проблема состоит в том, что у России существует с Западом разногласия относительно того, кто должен быть в этом режиме. На Западе четкая позиция, что Башар Асад и его режим исчерпали свою легитимность, во-первых. Во-вторых, это преступный режим, который наносит удары по гражданскому населению своей же страны. Россия говорит о том, что это официальный режим, другого режима нет. Армия сирийская официальная сильнее гораздо, чем любая другая военная группировка, которая действует в Сирии. Поэтому надо поддерживать именно вот эту структуру, а не партизанские движения. Но сейчас самая большая проблема этого региона – это ИГИЛ. Неужели это не может объединить все эти страны для того, чтобы с ними бороться? В какой-то степени может, но учитывая стратегическое противоборство России, Соединенных Штатов и Запада в глобальных масштабах, это очень сложно, потому что если вы имеете противоречия практически неразрешимые по поводу Украины, по поводу Крыма, сойтись в одном вопросе можно. Но вопрос состоит в том, что вот как раз и все военные специалисты обсуждают эту тему. Могут ли вести независимо военные действия Россия и западная коалиция, не подвергая друг другу опасности? И сегодня замначальника Генштаба России генерал Николай Богдановский заявил, что Россия пока не рассматривает планы по строительству военно-воздушной базы в Сирии, но и не исключает такую возможность. Как в США отреагировали на усиление российского присутствия в Сирии? Игорь?
Спасибо, Шахида. Госсекретарь США Джон Керри и его российский коллега Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии. США заявили, что попытки России укрепить режим сирийского президента Башара Асада чреваты обострением и расширением конфликта в этой ближневосточной стране. Вашингтон также отверг заявление Кремля, что правительство Асада – единственная эффективная сила, способная противодействовать боевикам исламского государства. И на вчерашнем брифинге в Белом доме пресс-секретарь администрации США Джош Эрнест также не обошел сирийскую тему. Мы бы предпочли видеть со стороны России более конструктивное сотрудничество с коалицией по борьбе с исламским государством, коалиция, в которую входит 60 стран и в которую лидируют Соединенные Штаты. Она сосредоточена на цели ослабления и уничтожения ИГИЛ. Мы будем приветствовать участие в ней России. И, как мы уже говорили ранее, мы считаем, что попытки России продолжать поддерживать Асада являются дестабилизирующими и контрпродуктивными. Между тем, в Белом доме изучают целесообразность проведения встречи президента Барака Обамы с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее в этом месяце в Нью-Йорке, как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Между тем временем законодатели в США обсуждают возможную помощь десяткам тысяч беженцев, покинувших Сирию из-за конфликта. Отвечая на вопросы корреспондентов «Голоса Америки», сенаторы подчеркнули, что Соединенные Штаты должны содействовать урегулированию гуманитарного кризиса в Сирии. Цитата: «Главную роль взяли на себя европейские страны, но нам также необходимо действовать более активно. Нам будет необходимо принять у себя беженцев», отметил сенатор-демократ Патрик Лехи. Поток мигрантов в Европу не уменьшается. Беженцы ищут новые пути проникновения в Германию и Австрию. Шахида, продолжайте. Спасибо, Игорь. Да, новый маршрут движения мигрантов в Германию. После закрытия венгерской границы поток беженцев направился из Сербии в сторону Хорватии, откуда мигранты планируют добраться до Германии через Словению и Австрию. Мы просто хотим пройти и ничего больше. В наших странах войны, убийства, бомбардировки. Мы не можем там оставаться. Наши семьи разбросаны по миру. Мы не знаем, что нас ждет впереди. Мы потеряны. Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович уже заявил в парламенте, что власти обеспечат свободный проход беженцев через свою территорию и раскритиковал миграционную политику Венгрии. Мы готовы принять и направить этих людей. Их религия или цвет кожи не имеют никакого значения. Они пойдут туда, куда захотят, в Германию или Скандинавию. Я не поддерживаю политику Будапешта. Я считаю ее вредной и опасной. Воздвижение стен в Европе в 21 веке – это не решение вопроса, а угроза. Сотни мигрантов провели ночь со вторника на среду у костров возле закрытой венгерско-сербской границы. Напомню, что согласно новому миграционному законодательству Венгрии, беженцы могут попасть в тюрьму на 3 года за незаконное пересечение границы или повреждение пограничных заграждений. Между тем, граждане Сирии пытаются найти убежище не только в странах Европы. Оказывается, в России уже находятся десятки тысяч беженцев. О том, с какими трудностями они сталкиваются, в репортаже Вадима Кондакова. В этом узком длинном коридоре всегда людно и шумно. Место последней надежды для тех, кто остался один на один с чужой страной. Маленький Вавилон большой Москвы. Я сбежал, потому что меня хотели забрать в армию, а я не желаю умирать на войне. Там, в Сирии, ужасно. Нельзя ни жить, ни работать. Пока Наджим из Алеппо рассказывает нам свою историю, вокруг собираются его земляки. И оказывается, у всех одно и то же. Виза закончилась, а беженцами не признают. У нас нет никаких документов. Мы хотим жить легально, а в миграционной службе говорят: иди в Сирию. Ты можешь жить там, потому что там не войны. Но они здесь только из-за войны. Мухаммед уже 1,5 года снимает с товарищами квартиру и работает в полуподпольном швейном цеху, а досуг посвящает российским инстанциям. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Если есть деньги, будут и документы. Беженцы говорят, что чиновники предлагают их за 50 тысяч рублей, но денег нет, потому что нет документов. Все, что мы зарабатываем, мы отдаем полиции. Каждый раз, когда меня останавливают, с меня берут по 500 рублей. В Комитете помощи беженцам говорят, что сирийцев в России сегодня около 10 тысяч. И вопреки громким официальным заявлениям, лишь 5-я часть легальна. Одно дело говорить, что вот американцы виноваты в том, что произошла вся эта заварушка, да? И говорить, что вот мы такие добрые, всех принимаем, и совершенно другое дело предоставить людям статус беженца. 9-летняя Шам со своим братом Али досмотрят любимых Барбоскиных и спокойно лягут спать, потому что папа Ахмад 2 года назад перевез их из Дамаска в Солнцево. Здесь, правда, не так солнечно, как дома, зато не стреляют. Тебе страшно было бы туда вернуться? Да. Потому что там война, да? Да, я не хочу умирать.
Ахмат с гордостью рассказывает о прошлой жизни. Успешный бизнес, квартира, машина, а потом вдруг война, прямое попадание снаряда в окно и бегство из страны. Однажды мы около 2 недель жили под кроватью в нашей спальне, не выходили и даже не включали свет. На улице были солдаты, которые убивали любого встречного. Со всех сторон летели бомбы и снаряды. И теперь все, что есть, это семья и немного вещей в съемной квартире. Около года назад Ахмат подал документы на временное проживание, но ответа так и нет. Его дочка не хочет возвращаться на родину. Она считает, что Москва гораздо красивее, а главное спокойнее Дамаска. Но Ахмаду хочется домой, и он уедет туда сразу, как только закончится война. Вадим Кондаков, Стас Феофанов. Настоящее время. Коллеги в Вашингтоне продолжат тему мигрантов. Спасибо, Шахида. Противники введения квот считают, что принятие странами ЕС обязательных квот на мигрантов приведет лишь к еще большему наплыву беженцев в Европу. По сообщениям агентства Рейтер, внеочередная встреча министров внутренних дел ЕС по вопросу миграции состоится 22 сентября. Большинство министров поддерживает план о распределении беженцев в соответствии с обязательными квотами. Однако представители стран Восточной Европы, в том числе Венгрии и Словакии, выдвинули целый ряд возражений. Именно в эти страны сначала попадают беженцы, стремящиеся добраться до Западной Европы. Европе нужно как можно скорее собраться и продолжить переговоры. Сейчас я не хочу оценивать, должен ли это быть уровень министров, глав государств или глав правительств. Однако крайне важно, чтобы переговоры и работа по этим вопросам продолжились как можно скорее, поскольку мы все знаем, что у нас есть только два пути. Или Европа станет жертвой миграционного кризиса, или мы попытаемся преодолеть этот вызов все вместе и найдем европейский ответ на этот кризис. Тем не менее, министры сумели согласовать ранее предложенный план размещения 40 тысяч беженцев, которые находятся в Греции и Италии. Ранее в понедельник власти Венгрии закрыли основной пункт пропуска на границе с Сербией. Десятки полицейских при поддержке конной полиции и военнослужащих охраняли железнодорожные пути, которые беженцы использовали при пересечении границы ЕС. Невозможно, чтобы мигранты, незаконные мигранты, могли свободно решать, в какой стране они могут подать документы на предоставление им убежища. Мы вместе с Европейским Союзом позаботимся обо всех, но они также должны соблюдать основные формальности. Между тем, новые контрольно-пропускные пункты Германии стали причиной 20-километровых пробок в Австрии. Словакия также восстановила КПП. Австрия пообещала последовать этому примеру. Более 430 тысяч мигрантов из Сирии и Ирака пересекли в этом году Средиземное море в поисках лучшей жизни в Европе. Почти 3000 человек погибли в пути. Власти с особым вниманием следят за сообщениями о деятельности торговцев людьми, особенно после трагедии, когда на востоке Австрии в прошлом месяце был найден грузовик с разлагающимися останками тел 71 мигранта, которые задохнулись в пути. Некоторые европейские лидеры винят Германию за открытую политику в отношении беженцев из Сирии и других зон конфликтов. Германия разочарована тем, что некоторые другие члены ЕС с неохотой разделяют это бремя. Российский президент также отреагировал на обвинения России в адрес России о том, что ее поддержка режима Асада является причиной роста потока беженцев, заявив, что никому не удастся переложить проблему с больной головы на здоровую. Между тем, в странах, куда идет людской поток из Сирии, никак не могут определиться, как их называть – беженцами или мигрантами. Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси, объяснил нам разницу. Мигрант – это любой человек, который живет в стране или месте, отличном от места ее рождения. То есть вот в случае Америки у нас примерно 46 миллионов человек, которые технически являются мигрантами. Беженец – это человек, который покинул страну исхода по причине каких бы то ни было репрессий или опасения таких репрессий. Опасения тоже, в принципе, может быть достаточно. И находится вот в принимающей стране. Принятие концепции беженца и подписание соответствующих документов, а Россия подписала подобные документы в 1992-1993 году, подразумевает очень четкие обязанности со стороны принимающего государства. Общественное мнение о достижениях Михаила Саакашвили на посту главы Одесской области разделилось. Шахида, ждем подробностей.
На сайте президента Украины опубликованы две петиции. Одни подписавшиеся требуют отставки Михаила Саакашвили с поста губернатора, а вторые – назначить его премьер-министром страны. Одна из таких петиций с просьбой о назначении Саакашвили премьер-министром за неделю набрала более 25 тысяч подписей. А в самой Одессе новым генпрокурором области назначен Давид Сакваралидзе. Работа в Одессе, однако, не означает того, что Сакваралидзе уйдет с поста замгенпрокурора Украины, который он занимал до сих пор. Сегодня исполняется 15 лет со дня гибели журналиста Георгия Гангадзе. Основатель и первый редактор газеты «Украинская правда» был известен своими расследованиями коррупции в верхних эшелонах власти. В 2013 году виновным в убийстве журналиста был признан генерал МВД в отставке Алексей Пукач. Однако заказчики убийства Гангадзе до сих пор не установлены. Сегодня украинские журналисты чтят память погибшего коллеги. В 11 городах Украины пройдет акция «Вооружись правдой». Я думаю, что это целая плеяда украинских журналистов, которые пошли в журналистику, потому что они верили, что можно поменять что-то в стране. И этот пример им показал Георгий Гангадзе. Для меня Георгий Гангадзе – это в первую очередь пример пассионарности в журналистике, жертвенности. Да? То есть человек за принципы, за свободу, за возможность говорить правду пожертвовал своей жизнью. С момента гибели Георгия Гангадзе поменялось в Украине 4 президента, 5 парламентов. За это время каждый новый созыв парламента спекулирует этой темой. Каждый новый будущий президент говорит о том, что он раскроет это дело. Но за 15 лет в деле, о котором всем умным людям понятно все, не поставлена точка. Это говорит о том, что глубинные изменения в обществе не произошли, глубинные изменения во власти не произошли. Да, есть демократические перемены, но говорить о том, что демократия победила, мягко говоря, преждевременно. Возможно, именно это дело станет каким-то маркером для того, что в стране что-то меняется, и мы доводим какие-то громкие дела до конца. Тему Георгия Гангадзе продолжит коллеги в Вашингтоне. Спасибо, Шахида. У нас сегодня в студии жена Георгия Гангадзе. Мирослава, 15 лет ты добиваешься правды от властей Украины. Скажи, пожалуйста, там менялись президенты, там менялись правительства, там менялись министры внутренних дел, приходили новые прокуроры, следователи. Когда будет поставлена точка? Этот вопрос надо задавать Генеральной прокуратуре Украины, потому что она занимается расследованием. Мы добились какого-то результата в этом расследовании, хотя бы частично. Наказаны все исполнители преступления, не наказаны заказчики преступления. И это самое главное. До сих пор мы ждем подтверждения наказания для генерала Пукача, который, в принципе, уже приговорен к пожизненному заключению. Но говорить о том, что поставлена или когда будет поставлена точка, очень сложно. Говоря об исполнителях, на самом деле, ты говорила о генерале Алексее Пукаче, да? Вот на твой взгляд, как ты считаешь, он был последним звеном в этой цепочке или нет? Однозначно он не был последним звеном. Мы знаем, что даже во время судебного заседания и с материалов дела Пукач назвал две фамилии. Он назвал Кучму и назвал Литвина во время слушаний, во время судебных заседаний. То есть есть люди, которые дали ему задание убить Георгия. Мы точно не знаем до конца, кто это был, потому что эти показания нужно проверять. Я не уверена, что Генеральная прокуратура это делает. Хотя Генеральная прокуратура, сейчас новая Генеральная прокуратура возобновила следствие, и те люди, которые занимались следствием во время Ющенко, которые, в принципе, довели дело хотя бы до наказания исполнителей, они сейчас работают снова в деле. То есть у меня есть какие-то маленькие надежды, что они все-таки ведут расследование, но результатов пока я не вижу, и от них ничего не слышала по прогрессу в этом расследовании. Ты об этом затронул эту тему, на самом деле. Вот на твой взгляд, кто отдал тот первый изначальный приказ убить твоего мужа? Это был, естественно, наверное, один какой-то человек. Кто это был? Сложно сказать, потому что единственное, что мы знаем записи господина Мельниченко, и на этих записях однозначно бывший президент Кучма говорит о Георгии и говорит о том, что его нужно вывести в лес, отдать чеченцам и так далее. Говорит он это вместе общаясь с бывшим руководителем Министерства внутренних дел Кравченко. Кравченко уже мертв.
То есть есть какие-то звенья в этой цепи, которые уже разорваны. И очень сложно как бы довести это дело до конца. И поэтому я считаю, что Кучма виновен в убийстве Георгия. Давал ли он прямой приказ? Сложно сейчас сказать, потому что, в принципе, я считаю, что надо расследовать, надо очень комплексное расследование проводить, чтобы это точно узнать. Говоря о комплексном расследовании, как ты считаешь, есть ли в сегодняшней Украине политическая воля, чтобы довести это дело все-таки до конца? Сложно сказать. Все говорят, что да. Но политическая воля будет продемонстрирована тогда, когда мы действительно получим какие-то результаты в расследовании. И быстро, очень коротко, что этому мешает, что препятствует? Мы знаем, что президент Кучма сейчас занимается важным делом минскими переговорами, поэтому он как бы в деле. И это одна проблема. Другая проблема, что многие доказательства уже как бы исчезли. И, как я говорила, многие люди, которые были в этом деле, как бы выпали или умерли, или убиты. Надо комплексно возобновлять расследование. И я снова-таки надеюсь, что Генеральная прокуратура этим занимается сейчас. У нас в студии была Мирослава Гангадзе. И сейчас к остальным новостям. На состоявшихся 13 сентября в России местных и региональных выборах демократическая коалиция на базе партии Парнас допустили к участию только в Костроме, где кампания в областную думу стала показательной в смысле использования грязных технологий. Наиболее распространенным приемом провластных политтехнологов стало использование образа США для дискредитации оппозиционеров. Известный российский блогер и один из лидеров демократической коалиции Алексей Навальный прокомментировал эти действия своих оппонентов для русской службы «Голоса Америки». Практически политический антиамериканизм, он кочует уже просто вот из риторики в политическую практику. Это, кстати говоря, вещь, которую мы, может быть, недооценили, потому что в Москве над подобными трюками просто там все смеются. Обклеили машину и скорее вызывает возмущение. В провинции вот этот путинский антиамериканизм, который, он же не теоретический, это же просто показывают по телевизору о том, что американцы убивают русских на Украине и ведут войну за расчленение и хотят отнять у нас Сибирь. Это реально работает, особенно в провинции, вот повторюсь, которая в полной власти телевизора находится. И эта карта будет активно использоваться Кремлем. Происходит это весьма забавным образом, потому что, собственно говоря, американские дипломаты, которые приезжали в Кострому, они приезжали встречаться с руководителями администрации области. И как мы видим по нынешней политике президента Путина, он активно ищет встреч с Обамой, и вот эту всю сирийскую операцию затеял для того, чтобы нормализовать какие-то отношения с США, но антиамериканизм как козырь внутренней политики, он будет применяться широко и даже гораздо шире, чем сейчас, и Костромская кампания это показала. Эстония с растущей тревогой наблюдает за развитием ситуации в Украине. В этой обстановке политические и военные лидеры Эстонии утверждают, что жители республики будут чувствовать себя в большей безопасности, если США увеличат свое военное присутствие. Подробности в репортаже Карлы Баб. Для многих эстонцев празднества в честь России в аннексированном украинском Крыму являются мрачным напоминанием об их недавнем прошлом. Для нас это как будто повторение истории, потому что в 1940 году, когда Эстония была оккупирована Советским Союзом, по сути разыгрывался тот же самый сценарий. Сегодня генерал Мартин Демпси подтвердил, что Соединенные Штаты помогут защитить суверенитет Эстонии. Главным символом наших обязательств является присутствие на территории Эстонии американских солдат, мужчин и женщин, сыновей и дочерей Америки. Они здесь. Эстонцы говорят, что чувствуют себя в большей безопасности благодаря работе, которая проводится здесь, в городе Тапа. Американские солдаты будут обучать эстонских военнослужащих на этой военной базе и в учебном центре, который находится примерно в 4 километрах к северу. Мы рады, что американские боевые самолеты летают в эстонском небе. Это дает нам ощущение безопасности, которое в эти неспокойные времена необходимо не только вооруженным силам, но и главным образом нашему народу. Такие маневры являются частью того, что аналитики называют деликатной стратегией.
Это попытка пройти по тонкой грани, не провоцировать, не давать Путину поводов для эскалации, но очень четко дать понять, что если российские силы перейдут границу, это будет означать войну с Соединенными Штатами. По словам официальных лиц, с начала года около 5000 американских солдат, сменяя друг друга, несли службу в Эстонии. И снова эфир из Праги. Власти Грузии в поисках новых инвестиций прибегли к оригинальному методу популяризации страны. Шахида, ждем подробностей. Да, Игорь, впервые в столице Грузии состоится полуфинал китайского конкурса красоты. За отборочным туром на фоне грузинской экзотики будут следить сотни миллионов китайцев по всему миру. 16 претенденток на звание «Мисс Китай-2015» уже находятся в Тбилиси. Авторство этой неожиданной идеи принадлежит Национальной администрации туризма Грузии. Подробности в материале Зураба Двали. Очаровательные соискательницы титула самой красивой китаянки тщательно разучивают движения. Девушки должны покорить сердца своих соотечественников танцами далекой и экзотической для них Грузии. К выступлению готовят хореографы государственного ансамбля Абхазетии. Мы постарались еще дома разучить движение. Казалось, вроде все просто, но каждое движение дается нелегко. У вас совсем другой темп танцев, и они очень отличаются от китайских. Грузины очень теплые люди. Если у нас что-то не получается, то все готовы помочь. Довольны девушками и наставники, которые заранее отправили в Китай видеозапись тех грузинских танцев, с которыми они представят перед жюри. Грузинский вояж претенденток увидит огромная аудитория телекорпорации «Феникс ТВ», вещающей помимо Китая еще и на 150 стран Азии, Африки, Америки и Европы. Шоу «Мисс Китай» будет смотреть более 250 миллионов человек. И это великолепная возможность ознакомить огромную аудиторию с нашей культурой и традицией. Китаянки в красочных нарядах проведут многочисленные фотосессии по всей Грузии. Телезрители узнают и о традиционном грузинском гостеприимстве, о популярной кухне и о традиции виноделия. Такая реклама страны дорогого стоит, уверены авторы идей. Этот проект поможет повысить узнаваемость Грузии, популяризировать страну, будет способствовать росту числа туристов из Китая, что положительно скажется и на объеме продаваемого в Китай грузинского вина. Уверен, с такими проектами удастся больше привлечь и китайских инвестиций. Кстати, буквально пару дней назад из Китая вернулся премьер Грузии Иракли Гарибашвили с целым пакетом серьезных экономических соглашений. Так что такой пиар страны как раз кстати. Ну а кто же выйдет в финал конкурса «Мисс Китай-2015», станет известно 22 сентября в Тбилиси. Зураб Двали специально для программы «Настоящее время». Популяции морских млекопитающих, птиц, рептилий, а также рыб за последние 40 лет сократились почти наполовину. Об этом в своем новом докладе говорят эксперты Всемирного фонда живой природы. По словам ученых, чрезмерный отлов рыбы и загрязнение вод промышленными отходами – главные причины невиданного до сих пор вымирания популяций. Специалисты бьют тревогу, заявляя, что среди вымирающих животных есть и виды, крайне необходимые для мировых пищевых ресурсов, от которых зависит и человек. К примеру, одно семейство рыб, включающее тунец и скумбрию, лишь за последние 40 лет сократилось на 74%. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге. Прощаемся с вами до завтра. Шахида? Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.